Добрый вечер. В эфире передача «Якут сегодня». В студии работают режиссеры Николай Слепцов-Айдын и Мария Сунхалырова. И я ее ведущий Дедюкин Андрей Семенович. Сегодня у нас в гостях представители Высшей школы музыки Республики Саха-Якутия. Это ректор Высшей школы музыки Надежда Михайловна Зайкова. Добрый вечер. Проректор по корпоративной политике и воспитательной работе Валентина Петровна Соловьева. Добрый вечер. И председатель Союза композиторов Якутии Николай Алексеевич Михеев. Здравствуйте. И вот в Высшей школе музыки уже 30 лет. Да. Какие вот мероприятия проходят? Вообще, как школа поживает? Спасибо большое. Очень приятно, что выпускник нашей школы задает вопрос об этом. Очень приятно, Андрей Семенович, что вы наш выпускник. Надо рассказать, что в декабре прошлого года, 5 декабря именно, в день рождения первого ректора Высшей школы музыки, мы начали комплекс мероприятий, посвященных юбилею 30-летию школы. За это время у нас состоялось большое количество концертов, было много выездных концертов. Мы расширили количество наших социальных партнеров. Высшая школа музыки имеет сеть фирменных школ. И в этом году, в год юбилея школы, таких школ стало 8. Они располагаются по всей территории Республики Саха-Якутия. И этот год был год, когда мы включили фирменные школы арктической зоны. И самый дальний у нас, конечно, это детская школа искусств в Тиксе. Кроме этого, в рамках 30-летия мы приняли решение, что для развития школы необходимо поднимать уровень методологической, научной работы. И поэтому приняли решение о том, что у нас будут опорно-ресурсные школы. И таковыми школами стали 2 школы в городе Якутске. Это детская школа искусств номер 1 и детская школа искусств номер 2. Когда мы заключали договор, этой школой руководили выпускники Высшей школы музыки. И это очень приятно, что там работают педагогами, руководителями выпускники Высшей школы музыки. Мы не можем развиваться только внутри профессиональной среды. Нам необходимо, конечно, поддерживать отношения с общеобразовательными школами. Поэтому мы заключали в этом году соглашение с общеобразовательными школами. Пока в городе Якутске. Это прежде всего необходимо для того, чтобы ребята, которые обучаются в Высшей школе музыки, имели хорошую базу для педпрактики. Мы, конечно, заключили соглашение с детскими садами. И мы очень рады, что ребята, которые учатся в младших классах, имеют возможность иметь практику, они ездят, выступают с концертами. И это очень полезно для учебного процесса. Конечно. Самый дальний концерт у нас состоялся в рамках, конечно, проекта «Махтал», об этом мы еще расскажем. А так мы очень гордимся тем, что в этом году наши педагоги кафедры специального фортепиано выступали в Москве с концертами. И выступали не просто так где-нибудь, а в концертных залах Московской консерватории. Это на самом деле оценка уровня наших педагогов. Это очень приятно, что они там выступали. Мы были в улусах, выступали в социальных учреждениях, выезжали. Самая дальняя поездка ребята из духового оркестра, они в пределах республики, они выехали на наших автобусах. Мы выехали в Вилюйск с ночевкой, там длительная. И ребята доехали до Вилюйска, выступали там. Как раз был день рождения Марка Николаевича Жиркова. Они возле его памятника там устроили выступление. То есть, на самом деле, мы так очень разнообразно живем. Итоговым мероприятием 30-летия будет 4 декабря в этом году
в Театре оперы и балета мы проведем большой гала-концерт. Очень надеемся, что пригласим наших выпускников. Если в прошлом году мы провели концерт силами тех, кто учится сейчас, то планируем, что концерт завершающий гала, он будет включать в себя не только тех, кто сейчас учится, студентов, обучающихся, педагогов школы, но и ребят, которые в разные годы завершили обучение в высшей школе музыки, теперь являются профессионалами. Да, это тоже одна из особенностей будет. Ну и 5 числа, в день рождения Василия Афанасьевича Босикова, мы проведем всероссийскую научно-практическую конференцию, очень большую, с международным участием. Этим мероприятием мы завершим юбилейные мероприятия, посвященные 30-летию Высшей школе музыки. Итак, то есть 4 декабря в Театре оперы и балета, да? Да, в Театре оперы и балета с 18:30 состоится большой праздничный концерт, торжественный, который будет посвящен завершению юбилейного года Высшей школы музыки. Замечательно. А вот мы сегодня вообще собрались здесь обсудить проект Высшей школы музыки, да, который называется «Махтал». Проект Высшей школы музыки и Союза композиторов. Вот что это за проект, как он был реализован, как вообще, что это за мероприятие? Проект сам, он был задуман еще в феврале. Да, вот мы с Николаем Алексеевичем тогда встретились и обсуждали вот мероприятия, какие можно организовать. Потому что вот в декабре 2022 года Министерство культуры нас пригласило на мероприятие, куда приехали вот представители, главные эксперты Президентского фонда культурных инициатив. Организовывало это мероприятие Министерство по делам молодежи. Огромное им спасибо. Вот как раз посетив то вот обучающий вот семинар, нам дало возможность вот именно понять, что мы тоже вот можем, по идее, вот принять участие, да, вот, и выиграть грант и реализовать такие вот смелые идеи. И в марте месяце от имени вот Союза композиторов, как некоммерческая организация, да, вот была подана заявка, и 1 июля мы узнали, что проект «Фестиваль классической музыки Махтал» стал победителем этого фонда. И по республике Саха-Якутия, вот как нам сообщили, сумма гранта является самой большой из всех выигранных грантов. Если говорить о фестивале, то фестиваль «Махтал» — это культурно-просветительское мероприятие, направленное на популяризацию творчества якутских композиторов. И самое важное, в этих мероприятиях принимают участие дети и молодежь. В этом и заключается вся вот эта вот уникальность. Потому что если смотреть, когда вот писали грант, анализировали, были ли такие мероприятия в целом, да, вот играют ли дети в составе таких вот серьезных коллективов, как симфонический оркестр, детский духовой оркестр, и исполняют ли они произведения композиторов вот своего региона, да, таких аналогов, к счастью, мы не нашли. Поэтому это и дало нашему проекту вот эту всю уникальность. Сам фестиваль стартовал в городе Якутске, нашей республики, 23 октября и продолжился в 2 городах. Это Иркутске, Иркутской области, в городе Улан-Удэ, Бурятии, и завершился вот в Улан-Батор, Монголии. То есть не только жители вот, и гости России, да, вот, но и также иностранные, да, вот, граждане, друзья, да, вот, монголы, они могли вот как раз соприкоснуться не только с якутской, да, вот, композиторской школой, но и также отечественной. Ну, конечно, наверное, ребята показали исполнительский уровень нашей республики музыкальный. Да, вот как раз хотелось вот Николай Алексеевич, да, вот, наверное, он может дать комментарий, потому что в каждом регионе, где мы были, проходили, во-первых, для каждого, да, желающего лектории, где человек мог познакомиться с якутской музыкой, со становлением композиторской школы. Далее проходили мастер-классы по видам инструментов, где можно было уже соприкоснуться
частично, да, вот, и, конечно, концертные мероприятия, концерт детского духового оркестра, виртуозов Якутии, государственного ансамбля скрипачей и симфонического оркестра Высшей школы музыки. Это вот та практическая часть, где слушатель, он же зритель, да, вот полностью мог прочувствовать нашу культуру, нашу самобытность. И там не только музыка якутских композиторов звучала, конечно, шедевры мировой классики были представлены, да, вот и зарубежных, и отечественных композиторов. И на встречах представители, да, вот союзов композиторов регионов как раз и отзывались, да, вот об уровне мастерстве, да, вот Николай Алексеевич. Николай Алексеевич, прежде чем задавать вам вопросы, я хочу вас поздравить. Буквально вчера состоялось вручение общественной премии «Алампа». Вот, и Николай Алексеевич стал лауреатом в этом году в этой премии. Примите мои искренние поздравления. Вот. Спасибо. И как вот вы пообщались с композиторами других регионов? Как у них дела? Ну, дела у всех идут по-своему. Мне показалось, что мы сейчас на данный момент находимся на коне, потому что мы счастливчики, что нас поддержала моя родная школа, Высшая школа музыки. И как раз у нас до этого тоже созревал план о фестивале, ну, не такого масштаба. И с помощью ВШ мы написали грант, и у нас была возможность представить нашу музыку по 3 городам. И это именно симфоническая музыка и камерная музыка. И в каждом городе у нас были лектории, где мы рассказывали о истории нашего союза и представили музыку каждого нашего композитора, ныне работающих. И на следующий день у них вот именно вот такая счастливая возможность была сразу услышать вживую нашу музыку. И думаю, что это такое впечатление не часто испытаешь, и поэтому, думаю, они запомнили нашу музыку. Да, здорово, конечно, что вы и сами, наверное, пообщались с другими композиторами. Да. Они очень стремятся сотрудничать с нашим союзом, то есть делать совместные фестивали, приглашают на Байкал, пописать музыку. В Монголии тоже нас очень тепло встретили, интересуются нами очень интересно. Потому что еще есть момент, я учился с 2 композиторами-монголами, у Бориса Ивановича Тищенко и в аспирантуре у Александра Владимировича Чайковского. Так что с Монголией меня объединяет вот такая вот дружба с композиторами. Да, кстати, я вот тоже вспомнил, как его звали? Мунхабатор. Мунхо, да. Мунхабатор. Он сейчас там работает, да? Он работает, да. Его старший брат возглавляет кафедру теории в консерватории. Вот. Они 2 брата отлично работают. Мунхо отличный песенник. Его песни поют известные ведущие певцы Монголии, народные артисты. Что ж, замечательно. Ну и возвращаясь вот к нашей школе, да, Высшей школе музыки, осенью, буквально вот недавно, да, Владимир Владимирович Путин объявил, что нужно строить новое здание. Вот, наверное, всех интересует именно этот вопрос. Как с этим дела? На самом деле, подготовка к строительству второй очереди, вот мы изучили историю вопроса, да? Василий Афанасьевич Бусиков еще в 2004 году написал в правительство Республики Саха-Якутия служебную записку, в которой сказал о том, что строительство второй очереди школы назрело. И надо сказать, что правительство республики обращало на это внимание. Таким образом, вот с 11 по 13 год была проведена такая работа по созданию технического задания и модели этой школы. Но, к сожалению, потом этот вопрос был отложен. А мы же, начиная с 2020 года, вот в год пандемии, как раз была возможность заниматься вопросами, связанными с восстановлением технического задания и так далее. Поэтому в 2021 году мы завершили работу по проектно-сметной документации
В 2022 году мы уже получили государственную экспертизу о том, что соответствует это все нормам. Мы восстановили все вопросы, которые были связаны с землей. У нас совсем через забор от школы в сторону Покровска есть земля, еще 8 га дополнительно, да, на которых мы будем строить свою вторую очередь. Надо сказать, что Владимир Владимирович еще в мае месяц давал письменное поручение в ответ на письмо главы республики Айсена Сергеевича Николаева о строительстве этой школы, потому что у нас все было готово к этому, нужно было определиться с источником финансирования. Он дал поручение, и Гуликова Татьяна Алексеевна, курирующая зампред правительства Российской Федерации, дала поручение всем секретариатам Министерства строительства, Министерства культуры, Министерства финансов, экономики, о том, чтобы эти средства были предусмотрены. Хочу очень сильно благодарить Галину Кентьевну Данчикову. Она все это время, пока мы занимались вопросами финансирования, она как бы курировала, вела этот вопрос. Хочу благодарить Александра Константиновича Акимова. Будучи сенатором, он сделал все, когда были дни республики в Совете Федерации. Он как бы работал с нами, мы отправляли туда музыкантов наших. Айсен Захаров играл в здании Совета Федерации. Спасибо большое Ольге Григорьевне Кошелевой. Они поехали, выступали. И появилась строка такая в поручениях по дням, по итогам Дней Республики в Совете Федерации о том, чтобы строительство этой школы было. Кроме этого, ведь приезжал Максим Станиславович Оришкин, помощник Владимира Владимировича Путина, который посетил нашу школу и тоже посмотрел ее и был убежден, что мы должны школу строить. Ну и последний документ. 7 ноября вышел протокол поручений Владимира Владимировича Путина, в котором он, значит, 5 пунктом «Б» написал о том, чтобы правительство Российской Федерации взяло на контроль строительство нашей школы, и даже определен срок введения в строй нашей школы до 31 декабря 2026 года. Вот поэтому мы как бы очень занимаемся этим вопросом. То есть это совершенно как бы отдельное финансирование должно быть? Да, это финансирование на самом деле почти полностью будет из федерального бюджета. Мы знаем, что это будет из средств капитального строительства Министерства культуры Российской Федерации. Источник согласован, ну и они должны на самом деле на 2026 год определиться конкретно, вот из каких источников это будет. В 2024-2025 годах, когда это будет. То есть прошло уже почти 20 лет с начала вот этих движений. Да, конечно. Надо благодарить нашего первого президента. Михаил Ефимович подумал о том, чтобы была вот эта канадская деревня, она на самом деле принадлежала бы музыкантам. Но с самого начала было ясно, что это же ведь не специализированные помещения. Это вот помещения, которые давали возможность собрать ребят, начать готовиться и так далее. Чем будет отличаться вторая очередь от нашей канадской деревни? Тем, что она будет специально построена под музыкальную школу, тем, что будет совершенно другой уровень звукоизоляции. И самое главное, там будет большое количество репетиториев. Мы сейчас один бедный наш зал пытаемся разделить между 8 существующими отдельными коллективами школ. Скрипачи, камерный оркестр, симфонический оркестр, духовой оркестр, ансамбли, академический хор. Очень сложно. А вот когда мы построим вторую очередь, там будут специализированные помещения отдельно для духового оркестра, отдельно для симфонического оркестра, отдельно для камерных классов и так далее. То есть на самом деле это будет уже помещение, которое рассчитано именно на нашу школу. Да, конечно. Ну, я вот сам знаю, что такое зал для музыкантов. Вот я, например, буквально на днях в воскресенье съездил туда и не смог пробиться в зал, потому что это... Да, все было занято. Пианисты готовились, да. Наверное. Сейчас мы немножко прервемся на рекламу, и после рекламы вернемся к нашим разговорам.
Еще раз добрый вечер. В эфире передача «Якут сегодня». Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить нам по телефонам 32 00 66 и 32 11 66. Сегодня у нас в гостях Высшая школа музыки с проектом «Махтал». Вот. И немножко хотел бы спросить о детях, которые там учатся, живут. Вот какой у них досуг, ну, кроме музыки, кроме занятий, чем они еще занимаются? На сегодня общее количество обучающихся, это с учетом вуза, 283. У нас ребята со 2 по 11 класс, они проживают в самой деревне, в кампусе. У нас имеются благоустроенные коттеджи, где вместе с воспитателями, да, вот они и проводят все свое учебное и внеучебное время. У нас дети, конечно же, большую часть времени посвящают вот музыке, специальности, но у них, вот, как ни странно, находится время и на свои интересы. У нас есть ребята, которые входят в советы. Да, вот у нас таких органов самоуправления несколько. Первое – это, конечно же, совет общежития. У нас начальное звено – это со 2 по 5 классы, включительно проживают в коттеджах. А вот когда они переходят в 6 класс, они уже чуть взрослее, и у нас с 2020 года учебный корпус переоборудован в общежитие, и там вот ребята сами себе организовывают досуг, очень помогают, конечно, тем самым воспитателям. Через совет общежития внедряется и то трудовое воспитание, которое с этого учебного года, как мы знаем, да, стало обязательным. Также у нас есть совет школы. Это, конечно, уже ребята чуть постарше. Есть совет студентов. Также у нас федеральная программа «Волонтеры культуры» очень хорошо развита. У нас не только учащиеся студенты вуза, но и сами работники являются волонтерами культуры. Мы принимаем участие во всех массовых мероприятиях города Якутска, республики. Это то, что наши коллективы, детский духовой оркестр, да, вот солисты, либо другими иными коллективами, они выступают на всех массовых мероприятиях. Конечно, у нас условия, они очень шикарные, да, вот у нас проживание, у нас есть своя столовая, где организовано вкусное питание, конечно, перспективное меню на 2 недели, есть медицинское обслуживание, свой медпункт, согласно требованию Роспотребнадзора, там должна быть и медсестра по массажу, эти условия мы стараемся максимально выполнять. Ну и конечно, вот именно в части вовлеченности самих учащихся, да, вот, они принимают участие и в решении организационных вопросов, связанных с их обучением. Да, вот они являются членами комиссии по материальной помощи обучающихся. Также председатель Совета студентов является членом ученого совета Высшей школы музыки. То есть они участвуют и в вопросах, связанных с развитием школы. То есть наши ребята, да, вот не только формируются как музыканты, да, но мы стараемся формировать в них, прежде всего, личность, да, вот со всеми развитыми навыками, которые сейчас очень-очень нужны. Вот если вкратце. Я вот знаю, что многие дети сравнивают эту школу с Хогвартсом, так же, как и есть там разные кафедры Гриффиндор, Слизерин, а там есть духовики, струнники, пианисты. Вот, в общем, наверное, очень интересно. А вот в проекте какую они роль исполняли, дети? Да, дети были самыми главными участниками. Если говорить о самой творческой команде, включая и команду проекта, да, это 105 человек. Это достаточно большая делегация. Да, вот если в Якутске нам было легко организовать все вот мероприятия, наши партнеры ДШИ номер 1, ДШИ номер 2, филармония, театр опербалет, они все здесь рядом. Это многолетние сложившиеся отношения. И если бы не этот грант, вот благодаря, да, вот поддержки Президентского фонда культурных инициатив, вот такая большая делегация смогла вот гастролировать, да, вот, соблюдая все эти условия
особенно безопасности детей. Конечно. Потому что самому юному участнику, солисту 10 лет. Это Саша Хатинов. Он ездил с нами до Монголии, играл произведения наших композиторов. И вот вы спрашивали именно о том, как встретили, да, вот об уровне. Честно, вот я со стороны, когда смотрела и вот слушала вот именно зрители после концертов, они думали, что это взрослый симфонический оркестр. Да, вот, потому что, ну, вот, вначале человек читает симфонический оркестр, а то, что там высшей школы музыки, да, никто не вдается в подробности, да, вот. И вначале было такое и художественные руководители, а ребята вот выступали на сценах филармоний. Да, вот филармония вот в Иркутской области, там сам художественный руководитель сказал, что уровень ваших детей, он очень высокий. Детский духовой оркестр, фишка была. Ученик 10 класса Урсун Громов дирижировал. Как вы, наверное... Да, Урсун. Да, и это было неизгладимым впечатлением, да, вот когда вот он начал дирижировать, вот, камеры, да, вот как начали записывать. Для нас самих это тоже был сюрприз, потому что в Якутске только вот Александр Эдуардович знал, и эту тайну они до самого победного конца так тянули. Вот. И в составе детского духового оркестра, да, у нас самые малые, ну, юные, это ученики 6 класса, то есть им там 12-13 лет. А в составе симфонического оркестра у нас от 13 лет. Чутрин Аял, например, да, вот ему 13 лет, он такой молодец. Ну, все ребята очень молодцы. Конечно, концертные мероприятия, они полностью посвящены 30-летию Высшей школы музыки. Сводный симфонический оркестр включал не только учащихся студентов, но и выпускников. Они же у нас артисты театра оперы и балета, филармонии, были и наши преподаватели, что, конечно, в год педагога и наставника это очень важно. И слово «махтал», именно фестиваль классической музыки «Махтал», да, это вот как раз та красная нить, которая прошла через все города. Ведь мы знаем, что это переводится с якутского языка на русский как благодарность. Слова благодарности. Это вот 30-летие школы, это благодарность и первому президенту Михаилу Федоровичу Николаеву за его возможность такую, о которой мы даже не могли представлять, да, которая была создана, ну и нашим педагогам, преподавателям. Ну и как Александра Васильевна Варламова, ведущая вот концертных мероприятий, в заключительном слове говорила, а «Махтал» самое это для вас, для наших слушателей, зрителей. Да? Вот поэтому вот такая вот наша концепция была. И все ребята получили колоссальный опыт. Потому что в столь юном возрасте выступать на сценах филармонии – это очень важно. И мероприятие, оно не состоялось бы и без наших партнеров, не только в Якутске, но и в Иркутске. В Иркутске это детская школа искусств. Министр Иркутской области Олеся Николаевна сама принимала нас. В Бурятии это колледж искусств имени Чайковского, Борис Борисович, огромная ему благодарность. Саилма Баяртуровна, министр культуры Бурятии, она на день раньше даже вернулась, и 2 дня, пока мы были в Бурятии, она присутствовала с нами, и она была и в Монголии, Монгольская государственная консерватория, да, вот в лице ректора Шарафцерена, в лице вот, заслуженного деятеля искусств Монголии Байогармы, наших партнеров, они оказали колоссальную помощь, потому что без наших партнеров, без Союза композиторов Якутии, этот проект, фестиваль классической музыки, он бы и не состоялся. Поэтому благодарность. Мы в Монголии еще очень благодарны Русскому Думу. Да. Потому что на самом деле это частица нашей родины в Улан-Баторе. Мы как бы благодарим Русский дом и, конечно, атташе по культуре Латышеву. Надежда Юрьевна. Очень молодой человек, но 4 года уже работает в Улан-Баторе. И мы на самом деле не успели приехать, а посол Российской Федерации в Монголии отправил нашему главе письмо с благодарностью за концерты, которые состоялись в рамках проекта «Махтал». Здорово. Вообще, вот я же сам тоже учился в высшей школе музыки, и вот насколько я помню, в то время Василий Афанасьевич Босиков, это был такой ректор, голова, да, управитель, можно сказать. Ой, извините, у нас звонок в студию. Наушники. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, да. У меня такой вопрос. Если вам оказали колоссальную помощь, то как можно принять участие в этом проекте? Учащегося. Участие или учащегося?
участие, как можно принять. Ой, еще один звонок. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Во-первых, поздравляю Николая Алексеевича с премией, Спасибо. с получением премии имени Алампы. И еще вот Николаю Алексеевичу тоже вопрос. Вот, например, в Москве есть этот конкурс имени Петра Ильича Чайковского. А почему у нас нет конкурса имени Жиркова Марка Николаевича? Мне бы это... Ну, и еще вот вопрос. У нас было как-то предложенная нашим первым президентом Николаевым музыка для всех. А почему-то она застряла. Вот, конечно, вот я поздравляю еще коллектив высшей музыкальной школы с 30-летием. И они, конечно, работают очень хорошо, известны. Но вот массовая культура, ну вот народ как-то, ну, как сказать, обездолен, что ли, классической музыкой. Например, по радио ни разу не передают это самое, хотя бы было бы в неделю раз, один час хотя бы посвященный классической, именно классической музыке. А у нас заполонили просто это эстрадная, современная песня. И вот еще один вопрос. Большой-большой. Когда-то вот Союз композиторов предложил переименовать музыкальный театр оперы и балета именем Жиркова Марка Николаевича, так как это его детище. Он возродил, он организовал музыкальный театр. Вот у меня такие вопросы. Это я из Якутска, Сантаева. Спасибо большое. Спасибо большое. Ага, значит, 3 вопроса. На один из них сразу отвечу. Дело в том, что конкурс имени Марка Николаевича Жиркова уже есть. Уже есть, проходит в городе Москва. Уже 4 раза, по-моему, проходил. И участие принимают различные участники, то есть и китайцы, то есть международный уже статус имеет. И это наша гордость, можно сказать. Мы благодарим руководителя Московской консерватории за то, что господина Соколова, за то, что он поддержал инициативу главы Вилюйского района в проведении такого конкурса. Да? Сергей Винокуров принял такое решение. И, конечно, он пришел сразу к нам и просил нас быть посредниками в этом отношении. И мы с удовольствием подключились и разрабатывали положение этого конкурса, там, членов жюри, определяли участников со стороны республики и так далее. Это спасибо вам большое, что вы говорите об этом конкурсе. Конечно, мы должны заниматься увековечением имени Марка Николаевича Жиркова. И вот получилось у нас такой конкурс. Мы очень гордимся. В этом году он тоже будет. И вопрос был про участие. Эфир, то, что мало классической музыки, это вот как раз, наверное, к нашему руководству национальной вещательной компании. Мы всегда готовы к сотрудничеству, и Высшая школа музыки, и все музыканты города. Так что надеемся, что в дальнейшем всегда тоже будет звучать классика. И по первому вопросу, да, вот спрашивали, как можно принять участие в мероприятиях фестиваля. У нас завершились основные мероприятия, да, но сейчас у нас скоро, да, вот стартует и стартовал уже конкурс. «Юный композитор». Прошу присылать заявки.
Да, мы рады каждому участнику. Положением можно ознакомиться на сайте фестиваля. Название очень простое — фестивальмахтал.рф. Можно вбить это в поисковике, наш сайт выйдет, там скачать приложение, все контактные данные, куда отправлять, какие требования. Можете приобщиться и зайти на канал Высшей школы музыки в YouTube и там посмотреть прямые эфиры тех наших концертов, которые мы смогли, кстати, записать. Это в Иркутске, Бурятии, Монголии. Да, был очень хороший вопрос, связанный с проектом «Музыка для всех». Этот проект продолжается. Мы благодарим руководство республики. Вышло распоряжение председателя правительства о проведении следующего десятилетия проекта «Музыка для всех». В этот месяц, значит, в третьей декаде, значит, ноября месяца мы приглашаем всех наших экспертов для того, чтобы объявить начало следующего десятилетия. Поэтому этот проект мы поддерживаем, мы им занимаемся, и можно на самом деле посмотреть открытие этого фестиваля. Можно информацию всю полностью у нас получить. Ольга Михайловна Харайбатова, ее команда, они серьезно продолжают работать над этим проектом. Уверяю вас, я как ректор Высшей школы музыки об этом хочу вам сказать, что мы проект «Музыка для всех» не оставляем, мы будем им заниматься дальше. Вчера вот в культурном центре состоялся большой гала-концерт, там вот посвященный как раз проекту «Музыка для всех», был сводный хор, 200 человек, да, вот, наверное, в соцсетях, в WhatsApp уже идут рассылки, там также детско-юношеский симфонический оркестр, да, вот ребята там 4-5 классы играли. Он называется детско-юношеский, на самом деле он совсем детский. Самые малыши нашей школы, играющие, они в этом оркестре, поэтому на самом деле это... Вообще исторически так сложилось, что в первую очередь складывается исполнительская школа, потом образовательная, педагогическая деятельность. Идет долгое время разное, скажем так, смешивание, и появляется композиторская школа, которая должна именно вот прославить республику. Чем мы и занимаемся. Ну, я быстренько скажу, что в рамках фестиваля вышло новое издание. Это первое издание в моей жизни. И Андрей Семенович связан исторически, можно сказать, потому что это произведение для Арка Артика. Как раз 4 года, когда вы руководители, все эти произведения были написаны, и я, пользуясь случаем, хочу вам подарить. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, дорогие телезрители, слушатели, радиослушатели, мы с вами прощаемся. Благодарю всех за эфир, за приятное общение. Желаю дальнейших всем успехов. Спасибо. Спасибо.